потихоньку эфир. Много говорить не буду, потому что шуметь нельзя больно сильно. Короче, мы поехали путешествовать. Буду снимать вам, как тут люди живут. Ну, все-то много стен, но поля тоже есть. Вот так вот. Чуть-чуть поснимаю. Давно вам уже не выходил. Надеюсь, закончится сейчас. Так, в руках буду держать, потому что неудобно ставить. На зарядке стоит. Ну, чуть-чуть поснимаем. В наушниках, я надеюсь, меня слышно. Видите, как красиво. Тут тоже жара 30 градусов, короче. О, видите, какие поля. И вон вдалеке видны эти вентиляторы. Это что такое? Подсолнух шоу. ТикТок не стал снимать, потому что в ТикТоке там записи нету. А это вот ежевика. Видите, как полно ежевики. Вот какой-то карьер. Воды полно. Искусственный какой-то водоем. О, один человек вышел на связь. Салам алейкум. Погода хорошая. Мы едем в поезде. На этом в таком поезде едем. На втором этаже. Так что будете наблюдать, мир вам, будете наблюдать, как мы с Дрездена едем на запад. Вот так вот. Меня слышно? Просто орать не могу. Соседи. Нужно, как говорится, придерживаться порядка, совести. Да, норм. Все, Рахмат. Ну, это сейчас такое место. Было еще круче, я просто опоздал. Вспомнил, надо эфир делать. 15 человек. Всем благодарю. Как там у вас? Откуда вы ходите? Пишите. Башкортостан, Татарстан есть? Рядка тут такая, вот так заряжаемся. Видите, максимально 90. Просто поэтому держу в руках, заряжаюсь. Ну, сейчас поедем. Это остановка. 4 часа ехать. 400 километров. Сейчас подождем. Можете репост сделать куда-нибудь. Отправьте. Сейчас же насчет футбола идет там. Видели, да, футбол играют. Узбеки продули уже 3. Этот португалец, который мы на Мадейре же были, мадриянец, забил 3 гола узбекам. Все, они чпокнулись. А я лучшего и не ожидал-то. Я вообще ненавижу футбол, спорт, это нафиг надо. Как этот казино, знаете? Выиграл, проиграл. В чем прикол? В чем прикол? Ни в чем. От этого же ни вам, ни нам, ни тепло, ни холодно. Нахрен они вообще нужны нам? Вы же знаете, я негативщик. Мадейра меня бесила. Теперь этот футболист бесит за то, что он забил 3 гола моим узбекам. Все, он меня бесит. Вот как-то так, блин. Ну, Узбекистан, Португалия, ну, вот я рад буду, если узбеки сейчас за все 7 голов забьют этому
как это, Мадырянцу. Он же в Мадыре родился, где мы были. Это Мадырянцу забейте 7 голов, я буду рад. Ладно скажу. Баракалла. Но если вы проиграете, конечно, ой, блин, позорище. Но мне не холодно, не жарко, понимаете, в чем прикол. А вот этот сосед мой вот смотрит. Просто такой, смотрим, видите, вот футбол он наблюдает. И за 36 минут, говорит, забили 3 гола. Ну, позорище. В ТикТоке вон смотрим. Полный абсурд. Как можно за 36 минут пробить себе очко 3 раза? Ну, это ужас. Да. 5 минутта bitta urdi deyapti. 5 минутта. Не хочу уже смотреть. Я тоже. Из-за чего? Это же позорище. За 5 минут 1 гол. До такой степени нужно быть очко пробитым очкистом, чтобы пропустить гол. Зачем тебе платят столько денег, чтобы ты в очко долбился? Смотри за мячом, мяч пролетает возле него, а он потом только бежит за мячом. Идиот, блин. Вот лучше смотрите кукурузные поля, вот гастрономия, точнее агрария. Это классно, видите, вот. Я люблю землю. Слава Богу, что я приехал на землю из этого чертового острова под названием Мадейра. Тупой остров. Вот, земля, видите, какая плодородная. Кукуруза, всякие зерно. Я вот как раз сейчас записывал в ТикТок запись. Хочу, чтобы Башкортостан и Татарстан жил как Германия. Вот видите, какой порядок, красота. Но только вот бесит в них ментовская зона, ментовское государство. Много ментов. Вот это бесит. Поэтому я и говорю, что вот видите, как красиво живут. Маленькие такие дачные участки у них есть еще. Видите как? И у всех солнечные батареи на крышах. Вот примерно так учиться надо жить, а не воровать, грабить, коррупция, убийство. Вот видите, мусор где-нибудь видели? Нет? Я не вижу. Ни одной баклажки нету, мусора нету. Порядок, видите? Красота. У нас срач. У нас срач везде. А здесь, видите, вот. Ну, может, тут тоже есть, конечно, срачные места. Это где-нибудь там эти приезжие, как мы, которые срут везде. Там тоже у них не порядок. А здесь, видите, какой порядок. Видите, красота какая. Прям лепота, да? Yaxshısını sani efiringga ko'raman. Rahmat. Yaxshisi sani efiringga ko'raman. Rahmat. Meni efirimni ko'rishadi ekan bu uchun. Rahmat. Нафиг нужен настроение футбол qarab o'tirgan. Вот это эфир, природа. Чем за этим мячом смотреть? А наш гол не был засчитан. Was Bitte ist unser nächster Halt ist in Kürze Riesa. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Hier besteht Anschluss zum Regionalexpress nach Leipzig. Die Abfahrt 20:05 vom Gleis 5. Vom Gleis. Я же раньше учил 5 месяцев немецкий, не доучился. Выгнали меня они. Сказали, иди бздуй свою рашку. А так мог бы выучить язык. Давно бы уже занимался бы каким-нибудь хозяйством. Вот так вот. Ну, какой-то город мы заезжаем. А вот Нахте Стейшн написано следующая станция Башкортостан. Много где так в России, татарча тут ни при чем. Дмитрий. Да при чем тут татарча ни при чем? Башкортостан и Татарстан должен быть независимым, чтобы мы заключили договор
с немцами, чтобы у нас не было визы, чтобы нам мозги не канифолили в Европе. Зачем нам вот эта путинская война? Нахрен он вообще нам сдался? Этот узкожопый ублюдок. Понимаете? Где-то там родился шпендель маленький, гнилой. И потом начинает здесь строить войну. Как-то так. И вы не забывайте, я же все-таки на этом эфире только такие темы и поднимал всегда. Это просто сейчас у меня не до этого. Пока не могу устаканиться. Видите, работа там, работа тут, бегаем по работе. Поэтому так. Привет из Киева. Да, привет. Киев, как говорится, должен быть победителем в этой войне. Жить спокойно. Вот. Люди живут, спокойно живут, нормально, порядок. А там у нас убивают. Каждый день мои земляки погибают. В Башкортостане, в Татарстане. Здесь очень много сейчас украинцев. Вот мы наблюдаем везде украинцы. В Дрездене вообще там все на русском говорят. Я просто в шоке был. Вообще там есть местное население или нет? Я же странно мне стало. Как будто я попал в Россию. И самое интересное, знаете, я в наушниках, надеюсь, меня хорошо слышно. Самое интересное, что природа наша даже идентична нашей. Вот точнее, стоять. Вот здесь природа такая же, как у нас в России, так называемой, в Башкортостане, в Татарстане. Я как будто бы к себе приехал. Прикиньте, я так соскучился, оказывается, за эти годы о нашей природе. Здесь воздух другой, все другое. А Мадейра, там вот это Португалия, это такое, там вообще природа другая, вообще ужасно там. На самом деле, по природе. Оказывается, мы привыкли, мы же родились в такой природе, вот в такой. Поэтому вот это лучше нам. Мне звонит Андрей. Сейчас я выйду, товарищи, сейчас мне звонят. Я выйду сейчас я выйду. Видите, сейчас я перезвоню вам. Короче, мне сейчас звонят, мне надо поговорить. Я сейчас выйду поговорю, выйду. Куда?